Тоже будет. Да. Можно аннулировать последующие правоустанавливающие документы. Земельных участков были незаконными, но... Вы в Америке. Когда вы встречаетесь со звездными бойцами, со звездами, вообще с людьми, когда вы говорите, что вы из Кыргызстана, какой вопрос они вам задают и как вы описываете наш Кыргызстан? Всегда описываю, что это самая лучшая страна, самая красивая страна, горная страна. Очень большая культура именно единоборств. То есть люди, страна, в которой вот единоборство, контактное единоборство, борьба, тайский бокс, ММА – это спорт номер один. Всегда так было, что на такие соревнования собиралось гораздо больше людей, чем, допустим, на игровые спорты или что-то еще. И это, конечно, это большая гордость именно для меня, как для спортсмена, который представляет тайский бокс и ММА. И я думаю, что после того, как все смотрят и через меня, возможно, через другое, когда они открывают и видят и знакомятся с Кыргызстаном, они, конечно, у них возникает желание посетить нашу страну. А те друзья или, допустим, кого мы знакомились с нашей едой, с нашей культурой еды, они еще больше вдвойне хотят посетить. Я сейчас здесь, и как раз именно для этого мы приехали, чтобы познакомиться со школьниками, познакомиться со студентами, послушать их, что они говорят, послушать девочек, как они чувствуют себя, как они занимаются, потому что я уверена, что у нас в Кыргызстане есть все условия и для мужского спорта, и для женского спорта. Если бы не было условий таких, благоприятных для женского спорта, меня бы здесь не было. Быть преданными своему делу, своему... Можете, пожалуйста, рассказать о том, каково быть матерью чемпионки нашей Валентины Шевченко? Ну, замечательно. Я очень рада, что нам повезло сразу с тренером. Мы с самого начала попали к гениальному тренеру, вот не побоюсь этого слова, Павлу Федотову. И вот вы знаете, я что хотела сказать, что вот многие наши бойцы, да, они если попадают на хорошее, они не ценят этого. Вот, начинают искать что-то лучшее. А я вот вам хочу сказать, что вы должны в первую очередь, будучи бойцами, быть преданными своему делу, своему тренеру, своему клубу, своей стране. Мой совет в самую первую очередь это, наверное, все время заниматься. Не только для молодежи я советую это, этот совет также для родителей поддерживать своих детей, потому что это очень важно. Как, допустим, родители реагируют на занятия спортом ребенка, это очень отражается на нем. Будет ли он профессиональным спортсменом, хочет ли он быть именно профессиональным спортсменом и посвятить всю свою жизнь спорту, это не важно. Важно, чтобы все люди занимались спортом, потому что, как сказала моя мама, это то, что приносит здоровье, это то, что приносит счастье. И через себя я знаю, что спорт, он действительно поднимает настроение.